Mesdames, Messieurs. Сегодня мы с вами станем участниками уникального культурного события – концерта всемирно известного джазового аккордеониста месье Ришара Гальяно. Безусловно, это легендарный музыкант, который почти за полвека творческой деятельности сделал аккордеон сердцем джаза. И, конечно, маэстро очень успешно на протяжении многих лет выступал с известными джазовыми музыкантами, такими как Чет Беккер, Рон Картер, Ал Фостер, Мишель Портал, Энрико Раво, Уинтон Марсалис. В 1983 году, познакомившись и подружившись с Астором Пиццоло, вдохновленный жанром танго-нуэво, Ришар Гальяно создает свой собственный музыкальный стиль, новый мюзле, ожививший таким образом музыкальную традицию Франции. И вот сегодня, дорогие друзья, в первом отделении концертного вечера мы с вами услышим головокружительные импровизации на музыку Астора Пьяццоло, Эрика Сати, Клода Дебюсси, Мишеля Леграна, ну и, конечно, авторские композиции маэстро. Итак, дамы и господа, на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая кавалер Национального ордена искусств и литературы Франции месье Ришар Гальяно. Встречайте!
premier, c'est une chanson que chantait Edith Piaf, la chanson des forains. C'était le premier morceau. Et le second, c'est une valse jazz musette de ma composition qui s'appelle Fou rire. Песня Эдит Пиаф, и вторая композиция называется «Безумный смех». Джазовая композиция. Pour continuer, je vais jouer une composition d'un compositeur brésilien qui s'appelle Hermeto Pascoal, et le morceau s'appelle Bébé. А теперь я хочу сыграть композицию бразильского композитора, который называется «Ребенок».
rendre hommage à deux compositeurs très talentueux, très importants, français, qui nous ont quittés tout dernièrement. Michel Legrand, j'ai joué ses compositions parmi les plus célèbres, et j'ai terminé par Un homme, une femme de Francis Lay, aussi, qui était un compositeur très fameux, qui était aussi accordéoniste, bayaniste aussi. Voilà. Знаменитым французским композитором Мишелем Леграном и Франсису Лею.
C'est un morceau que j'ai écrit dans les années 80, au début des années 80, ça s'appelle Des voiliers, des bateaux, des voiliers. Et pour rester dans la même tonalité, du moins en la mineur, je vais vous jouer une petite mélodie qui s'appelle L'Allégresse, toujours de ma composition. Merci. Эту мелодию я написал в начале 80-х годов и дал ей название «Легкое веселье».
C'est joli ça. Beautiful. Oui, j'ai joué tout à l'heure aussi Gnossienne de Eric Satie que j'ai mélangé avec l'allégresse. Donc c'est un parfum de Paris que j'essaie de vous amener ici à Kazan. Я исполнил мелодию Эрика Сати, и я рад выступать перед вами здесь, в Казани. Avec ce petit instrument qui s'appelle accordina, je vais jouer une composition que j'ai écrite d'après un poème inédit de Jacques Prévert. Ça s'appelle Soleil de Paris. На этом маленьком инструменте, который называется аккордина, я вам сыграю сейчас мелодию, которая называется «Солнце Парижа».
Уважаемые слушатели, мы продолжаем концертный вечер. Галерея выдающихся звездных музыкантов, с которыми на протяжении четверти века сотрудничает Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, сегодня пополнится именем лучшего аккордеониста планеты Ришара Гальянова. Поверьте, для нас это очень важное, знаменательное историческое событие. Конечно, Ришар Гальянов в каждом своем концерте непременно исполняет произведение своего друга, учителя, композитора Астора Пьяццолы. И вот сегодня во втором отделении программы мы представим вашему вниманию великолепное, страстное, мощное по своей энергетике произведение концертного жанра. Сам Астор Пьяццола назвал концерт «Аконкагуа» в честь самой высокой точки вершины Аргентины и всей Южной Америки горы Аконкагуа. Итак, Астор Пьяццола, концерт Аконкагуа в 3 частях, исполнители солист Ришар Гальянов и Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России профессор Анатолий Шутиков.
творческий круг друзей, которые окружали и окружают Ришара Гальяно и на сцене, и в жизни. Это, конечно, и известные шансонье Франции Жак Брель, Серж Генсбург, Шарль Азнавур, Барбара, певец и кинорежиссер Клод Нугаро, о котором так тепло вспоминает месье Гальяно. Именно ему и посвящена пьеса под названием «Танго для Клода». И эта пьеса вошла в программу концерта в Казани не случайно. Мелодия этого танго очень близка, как отмечает автор, очень близка, почти один в один повторяет мелодию гимна России. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Итак, слушаем танго для Клода. Исполняет автор Ришар Гальяно.
для года впервые была исполнена в Казани. Сейчас еще одна музыкальная премьера. В свое время очарованной красотой и вдохновленной песнями замечательной французской певицы Джульетты Рико, которой маэстро аккомпанировал в своих концертах, Ришар Гальяно сочинил прекрасный вальс, но назвал этот вальс в честь своей любимой племянницы Марго. Ришар Гальяно, вальс Марго. с оркестром народных инструментов будет исполнена маленькая французская сюита Ришара Гальяно. Сюита в 5 частях. Первая часть — прелюдия, она является музыкальной зарисовкой, написанной в стиле Дебюсси и Равеля. Вторая часть
посвящена бабушке месье Гальяна. Бабушка Агюста в 1963 году подарила своему внуку, 12-летнему внуку, аккордеон. Тот самый аккордеон, который сегодня звучит в руках маэстро Гальяна. Третья часть сюиты называется «Кот Шалун», проказник. Четвертая часть, интерлюдия, написана в изысканных музыкальных красках импрессионизма. И заключительная пятая часть, вальс в стиле мюзет, но приправленный такими горячими латиноамериканскими ритмами. Итак, Ришар Гальяно, маленькая французская сюита, исполняет автор, дирижер Анатолий Шутиков.
радиослушатели, подошел к завершению наш концерт с Ришаром Гальяно, но мы хотим пригласить вас на следующую концертную программу 22 марта в рамках 5-го Всероссийского фестиваля народной мелодии с Государственным оркестром народных инструментов. В программе «Праздник русской песни» выступит Василий Клинов и Надежда Крыгина. Так что прощаемся с вами ненадолго. До скорой встречи, до свидания. Спасибо, что в этот вечер были с нами, друзья. Всего доброго.